или попросту Штирлиц спал на переднем сидении своего автомобиля. Тише, не шумите. Через несколько секунд антракт кончится, и он проснется. Сработает годами выработанный рефлекс. Информация к размышлению. Сверхсекретно. Накоряков Лев. Главный дирижер оркестра с 2011 года. Композитор по образованию. Серьезен, ответственен. Характер скорее нордический, нежели какой-либо другой. С веренным ему коллективом поддерживает рабочие отношения. Стало довольно прохладно. Скорее бы зима, думал Штирлиц. Какой же русский не любит русской зимы? Только тот, кто не может в январе уехать на Канары. В богатом воображении разведчика уже звучали бубенцы, и тройка неслась по белоснежному полю, прямо как в пьесе «Русская зима» Веры Городовской.
из досье. Совершенно секретно. Гулин Владимир. Артист оркестра с 1998 года. Инструмент балалайка прима. Настоящий музыкант, интеллигент, аккуратен, стрессоустойчив. С товарищами по работе поддерживает дружеские отношения. Штирлиц любил работать в саду. Там у него почти ничего не росло, но он не унывал. «Я разведчиком родился», — приговаривал он, выламывая сухостой. А воображение рисовало сады его родины, сирень, черемуху. И как по заявке зазвучал со сцены голос Федора Кузнецова, поющий как раз об этих растениях. Расцвела сирень, черемуха в саду, на мое несчастье, на мою беду. Я в саду хожу, да на цветы гляжу, но никак цветах я милой не найду. Я милой не найду, ой, не найду. Чтобы мне ее скорее отыскать, видно, все цветы придется оборвать. Ты не прячь сирень, да милой в ясный день, не мешай мою любовь прицеловать, любовь прицеловать, ой, целовать. Только я к цветку притронулся рукой, слышу голос я, любимый, дорогой. Ты сирень оставь, да пусть она цветет цветом. Лучше ты в саду, да скроемся с тобой. Да скроемся с тобой, вдвоем с тобой. Вдвоем с тобой. Оперативная информация. Совершенно секретно. Усова Татьяна. Артистка оркестра с 1996 года. Инструмент домра малая. Профессионал высокого класса. Серьезный, честный человек, готовый до конца отстаивать свою точку зрения. Беспощадно к врагам народной музыки. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. 17 человек. 17 человек. Это если брать по мгновению на человека, как раз все и сходится, думал Штирлиц, изучая досье. Ох, Настасья, ух, Настасья, эх, Настасья.
крутилось в его голове. Причем здесь была Настасья, разведчик не знал. А Федор Кузнецов, ничего не объясняя, пел русскую народную песню «Ах, Настасья». Настасья, отворяй-ка ворота, ой, лошадники, люли, отворяй-ка ворота, отворяй-ка ворота, повстречай-ка молодца, ой, лошадники, люли, повстречай-ка молодца, ой, лошадники, люли, повстречай-ка молодца. Из оперативной разработки. Кунгуров Константин. Артист оркестра с 2008 года. Инструмент баян. Молодой, талантливый музыкант, обаятелен, хорошо воспитан, спортсмен, любит нравиться девушкам, с товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Штирлиц любил послушать народную музыку, сослуживцев. Но этот вечер у штандартенфюрера явно не задался. Сильно болела голова, и назойливо крутилась в ней мелодия русской барыни в обработке Александра Наюнкина. Здорово играет, только почему же так не вовремя, думал несчастный офицер, тщетно затыкая уши. Константин Кунгуров был в ударе.
снилась родная земля. Необъятные поля, леса, холмы, перелески, широко разлившаяся Волга, тихие озера и ивы, склонившиеся над ними, и парень с балалайкой в руках, очень похожий на Владимира Фирстова, играющий тихую, трепетную мелодию.
информация к размышлению. Клишнин Михаил, артист оркестра с 1998 года. Ударные инструменты. Король литавр, повелитель барабанов, владыка бубна. Обладатель тонкого музыкального слуха и широкой эрудиции. Скромен, уравновешен. Носит звание заслуженного артиста Удмуртской республики. С товарищами по работе поддерживает добрые отношения. Штирлиц едва не падал с ног от усталости, а загадок становилось все больше. Теперь появилось еще это таинственное звание заслуженного артиста какой-то Удмуртии. Великий разведчик не знал, что этого звания люди ждут порой долгие годы, и далеко не все дожидаются. Наш герой медленно сходил с ума, а над миром летел звонкий голос заслуженной артистки Удмуртии Надежды Уткиной.
ночь була важка сам, її твій муртез пам'ятай. Лемлет теребер, лемлет альшатер, і раз бурчит вишатер, едет на ура, лемлет мампадер, лемлет кирсо, лемлет кирсо, чаете, воу, лемлет кирсо, лемлет кирсо, чаете. Чук на ночь виливачки знали, чук дощ сміливо в війні, їдь дощ веселе, шумить буряни, буй газ, лемлет мампане, думки, чуки, чуки, Боже веселий, їжджит Борис, жовтички, ого, їжджит Борис, жовтички, жовтички, жовтички. Из досье. Совершенно секретно. Русских. Владимир. Артист оркестра с 2010 года. Подающий большие надежды молодой музыкант. Мультиинструменталист. Обладатель красивого певческого голоса. Веселый, обаятельный, уравновешенный. С товарищами по работе поддерживает дружеские отношения. Штирлиц мог пойти на риск, отправиться к старику Мюллеру и сказать: сними с меня отпечатки пальцев. Но это было слишком опасно. Пальцев было много, и уследить за всеми не представлялось возможным. Это еще хорошо, что я на баяне не играю. Поди потом разберись, где наследил. И вспоминая, где наследил, Штирлиц мысленно возвращался в весенний сад из своего далекого прошлого. Хороши весной в саду цветочки, и еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочком, милый в садочке, сразу жизнь становится иной. Эх, встретишь вечерочком, милый в садочке, сразу жизнь становится иной. Мое счастье где-то недалечко, подойду да постучусь в окно. Выйди на крылечко, и мое сердечко, без тебя тоскую я давно. Эх, выйди на крылечко, и мое сердечко, без тебя тоскую я давно. В нашей жизни всякое бывает, набегает с тучами гроза. Тучи уплывает, ветер затихает, и опять синеют небеса. Эх, тучи уплывает, ветер затихает, и опять синеют небеса. Хороши весной в саду цветочки, и еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочком, милый в садочке, сразу жизнь становится иной. Эх, встретишь вечерочком, милый в садочке, сразу жизнь становится иной.
оперативная информация. Совершенно секретно. Васильева Анна. Артистка оркестра с 1998 года. Инструмент Мава. Молодая, красивая, обаятельная девушка, приятная во всех отношениях. Жизнерадостный, миролюбивый человек и талантливый музыкант. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Русскому разведчику частенько приходилось надевать очень неприятную для него маску. Вокруг были сплошь негодяи, мерзавцы и проходимцы. Приходилось им соответствовать. Получалось не всегда убедительно, но Штирлиц очень старался. Вот и сейчас ему невольно пришлось пойти на обман. Хорошо, когда женщина есть, леди дам, сеньор и мина. А для женщины главная честь, когда есть с ней рядом мужчина. И повсюду, тем более здесь, где природа тиха и невинна. А за ней воробушек, рык-рык-рык-рык. Он ее головушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. Бачка, крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. А за ней воробушек, рык-рык-рык-рык. Он ее головушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ласточка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки портал, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть и справится эта ошибка. Бачка, крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. А за ней воробушек, рык-рык-рык-рык. Он ее головушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. Бачка, крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. А за ней воробушек, рык-рык-рык-рык. Он ее головушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. Бачка, крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. А за ней воробушек, рык-рык-рык-рык. Он ее головушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. За окном шел дождь и часы на Спасской башне. Москва приняла шифровку. Юстас Алекс. Явка провалена. Ухожу дворами. Сделайте что-нибудь. Алекс Юстасу. Желаем удачи, полегче на поворотах и примите в подарок хорошую песню. В далеком Берлине Штирлиц
Приникнув ухом к приемнику, слушал композицию «Улыбка старой Москвы» в исполнении оркестра «Золотая мелодия». А за окном шел дождь и немецкие танки. Из досье. Секретнее некуда. Колбин Алексей, артист оркестра с 2006 года. Инструмент балалайка, контрабас. Великолепный аранжировщик, тонко чувствует музыку на толстых струнах. Большой музыкант с большим инструментом. Весел, добродушен, уравновешен балалайкой. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Скупая мужская слеза скатилась по щеке Штирлица. Он не был на родине 15 лет. Ровно столько существует на свете оркестр «Золотая мелодия». Таких совпадений не бывает. Русский разведчик искал лазейку и нашел ее. «Одесса, мама, на тебя вся надежда», — подумал суперагент и бросился в воду и поплыл. Одесса, мама, мне не забыть
Прости, прощай, Одесса, мама, мне не забыть твой чудный вид. И море черное упрямо, волнами бьющие, а твой гранит твоих садов и порта Гаммы, где юность моя текла. Прости, прощай, Одесса, мама, мама, спасибо, что меня ты родила. Снова! Оперативная информация. Совершенно ни для кого не секрет. Трэш-фолк. Дуэт Владимира Фирстова и Константина Кунгурова. Тот редкий случай, когда два действительно настоящих музыканта способны существовать в ансамбле. Балалайка и баян, которые нашли друг друга, играют то, что любят, пользуются огромной популярностью. Штирлиц греб к советскому берегу, а море пело. Пело на два необыкновенных голоса такую родную песню «Валенки», что у штандартенфюрера сползла по щеке вторая скупая мужская слеза за последние 15 лет. Какие валенки, взвибывал про себя Штирлиц. Ласки мне нужны, ласки, но выбирать не приходится.
информация к размышлению, совершенно секретна. Любовь молодых – это имя и фамилия. Артистка оркестра на 2003 года. Инструмент Гомера Альт. Замечательный музыкант, трудолюбивый, самодостаточный и здравомыслящий человек. С товарищами по работе поддерживает ровные дружеские отношения. Ласковые волны прибоя касались сапог русского разведчика. Штирлиц открыл глаза и увидел над собой осеннее одесское небо. Оглядевшись, суперагент усмехнулся. «Не узнаю Одессу, маму». Он решил зафиксировать время для рапорта, но часы с запястья куда-то делись. «Узнаю Одессу, маму». Вздохнул Штирлиц и пошел туда, куда ведут все улицы Одессы, на Дерибасовскую. А над городом летели чайки и веселая кадриль. Вот такая, друзья, получилась у нас история. В чем-то поучительная, в чем-то забавная, но самое главное – добрая. И самой доброй песней сегодня с вами прощается оркестр «Золотая мелодия» и все друзья оркестра, которые согласились сегодня принять участие в нашем концерте. А что может быть добрее, чем дружба? Песня о дружбе.
необычайным цветным узором земля и небо вспыхивает вдруг. Веселье час, и боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай поживем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не надо, чтоб повторять друг другу вновь, что это нежность и наша дружба сильнее страсти больше, чем любовь. Веселье час придет к нам снова, вернешься ты, и вот тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Веселье час придет к нам снова, вернешься ты, и вот тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Заслуженный артист Удмуртии Надежда Уткина, Федор Кузнецов, Вероника Кушина, заслуженный артист Удмуртии Иван Артышев, заслуженный артист Удмуртии Николай Резников, Лилия Третьякова, заслуженный артист Удмуртии Виктор Сергеенко, оркестр «Золотая мелодия», дирижер Лев Накаятов. Друзья, спасибо вам за тепло ваших рук, за открытость ваших сердец, за чистоту ваших душ. Мы ждем вас на наши следующие концерты. Следите за афишами. Оркестр «Золотая мелодия» прощается с вами. Всего доброго.